В Инте состоялась ежегодная отчетно-выборная конференция Коми народа, проживающего на территории Интинского округа. В конференции приняли участие 29 избранных делегатов. Также при Полярье с рабочим визитом посетил заместитель министра национальной политики Республики Коми Станислав Бушков. В преддверии 13-го съезда Коми народа, который пройдет в июле следующего года, во всех муниципалитетах проводится большая работа. Организуются встречи с представителями межрегионального общественного движения Коми Войтер и органов исполнительной власти. Обсуждаются проблемные моменты, которые касаются разных сфер и направлений – сельского хозяйства, здравоохранения, культуры и образования. Отмечу, что межрегиональное движение Коми Войтер в межсъездовский период посвятила много времени развитию села. Были неоднократные встречи с руководством Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка, Министерства экономического развития, промышленности и транспорта, Государственного совета Республики Коми, Торгово-промышленной палаты, итогом которых стало существенное увеличение объема финансирования отрасли сельского хозяйства, в том числе в части северного оленеводства. С 2024 года в Республике Коми будет работать отдельная государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». На конференции заместитель министра национальной политики Республики Коми Станислав Бушков напомнил делегатам о том, что действие регионального закона об оленеводстве распространяется как на малочисленные народы, так и на коми, занимающихся оленеводством. Жителям Севера оказывается серьезная государственная поддержка. Совместно с оленеводческими хозяйствами, агрокомплексом Инта-Приполярная, Абись, Петрунская мы ежегодно организуем авиаперевозку детей на время летних каникул к местам кочевий и обратно. Причем необходимые объемы финансирования на сегодняшний день обеспечиваются нами в полном объеме. По Инте в 2023 году они составили более 7,5 миллионов рублей. Обозначу также, что Республика Коми вошла в программу государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, осуществляемой в арктической зоне Российской Федерации. В плане мероприятий программы для республики на 2025 год предусмотрена государственная поддержка на сумму почти 124 миллиона рублей. В том числе средства федерального бюджета составят 95 миллионов рублей. Средства планируется направить на приобретение снегоходов, вездеходов, снегоболотоходов, беспилотных летательных аппаратов, квадрокоптеров и другое оборудование. Запланированный размер государственной поддержки составит 70% от стоимости технических средств. Мне приятно отметить, что в конце октября в Инте успешно прошел республиканский этнофорум «Мы, россияне», в котором приняли участие представители 12 муниципальных образований в республике. В 2024 году здесь будет реализован проект «Ме и Те, Я и Ты», предложенный учениками филиала Воркутинского горно-политехнического колледжа и ставший победителем проведенного в рамках этнофорума конкурса. За популяризацию, сохранение и укрепление коми-культуры на территории Интинского округа благодарностями Министерства национальной политики Республики Коми отмечены представители межрегионального общественного движения Коми Войтер Галина Терентьева и Ольга Круть. Депутат Госсовета Коми Александр Попов, который не смог приехать в Инту, обратился к делегатам конференции по видеосвязи. Хочу сказать, что в зоне нашего внимания за прошедший период находилась ситуация с очистными в Воркуте. Могу доложить, что с лета очистные работают в штатном режиме, и сегодня жители, которые живут на берегах рек, могут не опасаться пользоваться источником рекой Уса как источником водоснабжения. Мы последовательно решаем вопросы улучшения качества связи, и сейчас в высокой степени готовности находится решение по выделению средств для организации интернета в Эцвагоме по поручению главы Республики Коми Владимира Викторовича Ульба. На следующей неделе министр образования обещает нам провести совещание по подготовке и выработке дорожной карты по школе Кружуням, по принятию решения, как и что с ней дальше делать, для того, чтобы у петровских детей появились нормальные условия для учебы.
Продолжаем работу по субсидированию сельхозпродукции, оленеводства и по дойному стаду в Инте. Не все просто, но тем не менее, пока мы эти вопросы решаем. С докладом о том, что выполнено в селах за последние 4 года, выступил глава городского округа Инта, руководитель администрации Владимир Киселев. В сельских населенных пунктах проводится планомерная работа по различным направлениям. Не остаются без внимания социальная и жилищно-коммунальная сферы. Приводятся в порядок улично-дорожные сети, тепло- и водоснабжение, ремонтируются памятники, модернизируются котельные. Основные представители народа Коми проживают в наших селах, поэтому традиционно на интинских конференциях мы рассматриваем вопросы, касающиеся жизнеобеспечения сельских жителей. А из-за труднодоступности и отдаленности проблем в селах у нас хватает. Раз уж конференция в этом году отчетно-выборная, то я расскажу, что было выполнено в селах за последние 4 года. Выслушаем предложения делегатов, и вместе мы сможем выработать пути решения проблемных вопросов, определить приоритеты для дальнейшего развития сельских территорий. Организация транспортного сообщения. Сельские населенные пункты поддерживаются на протяжении нескольких лет в стабильном состоянии. Наша задача – сохранить эту стабильность. Авиаперевозки осуществляются еженедельно по вторникам. Плановое значение выполнения авиарейсов по итогам года – 40 рейсов. Администрации города направлено ходатайство в адрес Министерства экономического развития, промышленности и транспорта Республики Коми о выделении на 2024 год 44 рейсов. Авиаперелеты проходят на протяжении последних лет за счет финансирования средств бюджета Республики Коми. Коми Авиатранс с этого года продажу билетов на авиарейсы организует через электронный портал. От сел поступали обращения по вопросу отмены электронной продажи билетов в связи с неудобствами для пожилых граждан. К сожалению, это требование современности. Нам всем придется привыкнуть в повседневной жизни получать услуги через интернет. Вместе с тем, во всех селах работают специалисты администрации, которые должны помогать пожилым гражданам в приобретении билетов в электронном виде. Ежегодно предусматриваются средства на оборудование и содержание ледовых переправ и зимней автодороги. В этом сезоне аукцион на обустройство зимника до сел Косьювом, Петрунь, Одзивовом уже состоялся. Подрядчик определен. Скажу более, работы уже начаты, и в этом году обещает подрядчик у нас новый, и работы обещает завершить раньше. В прошлый сезон за проезд вахтовкой по зимней автомобильной дороге в отдаленные населенные пункты нам удалось снизить оплату. В Петрунь и в Одзивовом оплата снижена на 606 рублей. Это было 1300 рублей, стало 694 рубля. А в Косьевом на 302 рубля. Было 649 рублей, стало 347 рублей. В своем отчете мэр Инты также затронул темы, касающиеся связи и интернета в отдаленных селах округа, уличного освещения, благоустройства и торговли, образования и культуры. С докладами о работе исполкома межрегионального общественного движения Коми-Войтер и деятельности интинского представительства выступили Галина Терентьева и Ольга Круть. О проблемах и надеждах жителей Юстедора, Абизи, Косьювома, Одзивовома и села Петрунь рассказали делегаты сел. Расширенный репортаж о прошедшей отчетно-выборной конференции Коми народа смотрите на следующей неделе в одном из эфиров 5 канала.